Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара приглашает принять участие в дистанционном обучении в рамках проекта «Семейный университет». Дистанционное обучение родителей. Какие вопросы там будут обсуждаться, узнаем прямо сейчас. В нашей студии Галина Николаевна Цуман, директор Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара. Здравствуйте. Галина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вообще возникла необходимость создать такой курс? Ну, во-первых, к нам обратился Институт защиты детей от жестокого обращения с просьбой о том, чтобы мы включились в данную программу. Мы изучили данную программу, и нам она оказалась очень полезной не только для наших специалистов, но и для тех родителей, которые стоят прежде всего на межведомственном контроле, потому что наш центр занимается как раз теми семьями, кто стоит на учете. И в первую очередь нужна и необходима помощь этим детям и родителям, которые оказались в этой трудной жизненной ситуации. Вот. Ну, данный конкурс он был объявлен Союзом женщин, поэтому мы включились в эту программу. Участниками были 8 регионов, и мы очень рады, что Коми Республика активно включилась в эту работу. И на протяжении уже 2 лет мы сотрудничаем. Первый курс у нас был в 2017 году. Результаты, кстати, есть по первому курсу? У нас результаты прекрасные. У нас прошли обучение 117 родителей. Оно было поделено, вся программа, на блоки. Вот это младший школьный возраст, средний школьный возраст и подростковый возраст. Это как раз для тех родителей, кто имеет совершенно таких детей. У нас была большая информационная работа. Мы делали объявления в школах, в садиках. Все желающие, которые хотели включиться, родители, они могли включиться. А какие, кстати, испытания прошли родители в вашем курсе? Знаете, вот эта программа на чем хороша, вот именно дистанционная, что у родителей была возможность выбрать, или они будут дома заниматься, если у них технические возможности есть, или они будут приходить к нам в учреждение и заниматься там непосредственно, еще сопровождает, что хорошо, наш психолог нашего учреждения, если возникают какие-то вопросы, помимо того, что идет работа с психологами, практическими психологами, кандидатами наук, которые, конечно, имеют большой опыт практики проведения таких вебинаров, то, соответственно, еще и наш психолог, который всегда рядом, который сопровождает, и все вопросы, которые возникают, они сразу могут решить на месте. И самое главное, что здесь у них есть возможность самые сложные какие-то вопросы уже в индивидуальном порядке решать именно с психологами Москвы, которые непосредственно ведут эти вебинары. Я знаю, что будет программа, по-моему, для детей дошкольного возраста, да, у кого да, родители? Вот если взять за 2017 год, мы проработали это с 3 группами, 3 блока было, и уже в этом году, так как мы успешно закончили эту программу, очень замечательные отзывы родителей. Вот, невзирая на то, что у нас родители все же очень сложные, и нам приходится их мотивировать на это, потому что это дает большую помощь нашим родителям в воспитании детей. Это ненасильственные воспитания, это и родительский такой потенциал, который, конечно же, к сожалению, многие наши родители не имеют такого опыта общения. Поэтому здесь было такое предложение, и мы его с большим удовольствием приняли уже в 2018 году. У нас уже прошли эти занятия половина. Вот в этом году, если в прошлом году это был родительский университет, то данный институт решил, что нужно включать и детей. Поэтому прошли уже занятия в детском садике номер 61. Мы очень рады, что они откликнулись, потому что это тоже нужно было технические, так сказать, оснащение кабинета. Вот, и там детки проходили такой активная такая программа, интерактивная, где дети могли как раз раскрыться, и наш психолог тоже участвовал в этом, и все вопросы, которые возникали в процессе этой работы, они могли сразу обсудить и обговорить. И надо сказать, что и воспитатели, и дети, весьма полезно было для них. Вот у вас тут тетрадочки. Да, вот интересно, расскажите, пожалуйста. Я бы хотела, конечно, показать, что очень вот такая программа дается каждому родителю.
вот где указаны темы занятий, время занятий. У нас всегда эти занятия проходят в субботу, в 10 часов в нашем учреждении. Мы встречаем наших родителей. Практически половина родителей проходят у нас, половина дома имеет такую возможность. Каждому родителю дается такая замечательная, прекрасная помощник, тетрадочка, где они в этой тетрадочке могут записать какие-то свои наблюдения, свои какие-то эмоции, положительные, отрицательные. И записав здесь, они это могут обсудить с нашими психологами, соответственно, те, которые ведут непосредственно вебинар. Ну что ж, остается пожелать только, чтобы все прошло хорошо, и чтобы родителям удалось впоследствии наладить с детьми контакт. Это, мне кажется, самое главное, благодаря вашей помощи. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я бы, если позволите, еще бы хотела пригласить родителей, что начинается новый вебинар с 10 утра на Чернова 3. Поэтому, если есть желание, пожалуйста, приходите, записывайтесь, мы будем очень рады. Спасибо вам большое, Спасибо. успехов в работе.